Самый главный торговый путь, который эм, возникает на этой самой территории, это северное ответвление Великого Шелкового пути. Ну, краткая история. Великий Шелковый путь как таковой возникает в первых веках нашей эры, и этот торговый путь служил для еще мы уже говорили, что вот эти самые торговые э, пути получили обустройство, и даже сейчас, если мы возьмем циркуль как бы от городов Золотой Орды, от городищ прочерчим, ну, там 50-30 километров круг, то мы упремся в разных направлениях, в какие-то поселения золотоордынского времени и так дальше. Вдоль плато Устюрт по дороге из сарая Аль-Махруса, то есть селитренное городище, и до Ургенча в Хорезме, современный Куня-Ургенч, там прямо сохранились в пустыне эти самые караван-сараи, которые в то время функционировали, ну а потом оказались, ну, в силу целого ряда обстоятельств заброшенными. Но так они, так и стоят где-то примерно в 30-50 километров друг от друга. И вот эта инфраструктура в период Золотой Орды, монгольского государства, стала активно развиваться. Главную прибыль и от развития вот этой самой торговли по Великому Шелковому пути с Монгольской империей получили итальянские купцы, прежде всего генуэзцы и венецианцы. Это связано с двумя важными обстоятельствами. Дело в том, что Европе, строго говоря, нечего было предложить Востоку. То есть в обмен на шелк, на фарфор, на пряности Европа не могла предложить никаких товаров, которые бы, ну, могли быть интересны на Востоке. Причем такое положение сохранялось вплоть до XIX века. И первое, что сделали, например, английские колонизаторы в Индии, это разорили полностью всех индийских ремесленников с их изготовлением хлопчатобумажных тканей для того, чтобы те производили только сырье, которое перерабатывалось потом на фабриках английских, и с тем, чтобы в Индию завозили уже готовую одежду. То же самое и с Китаем. Китаю европейцы ничего не могли предложить, китайцы отказывались торговаться, пришлось применить вооруженную силу и провести там 3 опиумных войны для того, чтобы заставить Китай открыть торговлю и прежде всего открыть торговлю опиумом. Опиум производился британцами в Индии, завозился в Китай, и там население как раз вот полностью этот самый опиум продавался. Это единственное, что британцы, ну, могли предложить в Китае. Но здесь такой военной силы у Европы еще не было, поэтому она вынуждена была торговать, ну, достаточно эквивалентно. Но единственный эквивалент, который был в Европе, это было серебро. К этому времени к имеющимся рудникам серебряным в Австрии и Трансильвании добавился еще целый ряд новых рудников в Швейцарии, в Чехии. И главное, что улучшились условия извлечения серебра из руды. То есть появились интересные новые механизмы, в частности водяные кольца, крупные, значит, дробилки, которые
обогащали породу и позволяли перерабатывать вот это самое добываемую золото-серебряную руду в слитки серебра. И вот это самое серебро поступало по Великому Шелковому пути в Монгольскую империю и в Китай в ответ на восточные товары. Ну и здесь вот как раз приводятся слова, значит, Сената Венеции, доклада одного из комиссаров, который говорит, что законы в Монгольской империи незыблемы, и человек, который получил пайзу и заплатил пошлины, может беспрепятственно проезжать по всей территории. Ну, вот как раз то, что мы говорили, эти самые законы существующие, они позволяли развивать эту самую торговлю.